Здравствуйте, мы находимся в Чувашском государственном университете на юридическом факультете, одном из крупнейших в Приволжском федеральном округе. Сегодня нам предстоит беседа с деканом, кандидатом юридических наук, доцентом Еленой Витальевной Ивановой. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Витальевна, есть мнение, что сейчас юристов очень много, и учить их больше не стоит. Но в то же время растет спрос на правовые программы. Объясните, пожалуйста, нам этот феномен. Мы действительно часто слышим эту фразу, что юристов готовят много, выпускников много, но как юристы мы полагаемся только на объективные факты, а они говорят об обратном. Спрос на юридические кадры с годами не снизился, а интерес к юридическим профессиям как со стороны школьников, так и со стороны специалистов в сферах экономики, государственного управления, социальной защиты остается стабильно высоким. Мир динамично меняется, к нам приходят новые цифровые технологии, перед государством и обществом стоят новые задачи. Все это требует закрепления в правовых нормах. И, конечно, высокопрофессиональный юрист будет востребован всегда. И это подтверждает опыт нашего взаимодействия с партнерами. Они отмечают, что на факультете образование является современным, отвечающим растущим требованиям рынка труда. Ну и, конечно, особо отмечают работодатели то, что наши выпускники обладают цифровыми компетенциями, которые так востребованы в настоящее время. Почему еще абитуриенту стоит выбрать юридический факультет именно в ЧГУ? Это уникальное образовательное пространство, это творческие, научные и образовательные мастерские, это проектная работа. Все это делается для того, чтобы ребята в период обучения могли реализовать свой потенциал и получить так востребованные в их профессиональной жизни уверенность в себе и в своих силах. Все мы понимаем, что юристу очень важно знать живое право. Поэтому в преподавании задействованы и практикующие юристы, и представители ведущих юридических школ. Елена Витальевна, а изменилось ли условия обучения на юридическом факультете за последние несколько лет? Если да, то как? Конечно, меняется и пространство, меняются студенты, меняются их запросы и желания. Мы стараемся создать уникальную атмосферу для каждого из наших ребят. Это атмосфера их возможностей, атмосфера их развития. Если говорить о нашем образовательном пространстве, то мы встречаем ребят комфортными, красивыми учебными аудиториями. В начале следующего учебного года мы их встретим обновленным залом судебных заседаний, криминалистическим полигоном, коворкингом, ну и многими другими красивыми, еще раз повторю, отремонтированными современными аудиториями. На сегодняшний день на факультете осуществляется подготовка по всем уровням высшего образования. Уровню бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Успешно учатся наши студенты по очной, очно-заочной и заочной форме обучения, в том числе с применением дистанционных технологий. Популярностью пользуется и параллельное обучение, дающее возможность студентам получить сразу 2 диплома о высшем образовании. В архитектуру образовательного процесса встроено и получение так востребованных сейчас цифровых технологий. Студенты работают в цифровом юридическом офисе, автоматизированных системах учета юридических документов. Тренд сегодняшнего дня – это использование VR-технологий и геймификация. На факультете разработан и успешно применяется VR-тренажер, моделирующий реальное судебное заседание. Мы готовим и новые образовательные проекты. Одним из них станет образовательная лестница. В дополнение к каникулярным программам для школьников в этом году мы объявляем набор на специальности среднего профессионального образования. Это даст возможность получить не только профессию, но и продолжить образование в высшем учебном заведении в последующем. Таким образом, на факультете будет создан полный цикл юридического образования. Уникальной образовательной программой бакалавриата станет программа «Международное право и сравнительное правоведение»,
который даст возможность студентам получить не только правовые компетенции, но и квалификацию профессионального переводчика. Думаю, что востребованными будут и сетевые образовательные программы, которые мы разрабатываем совместно с ведущими юридическими вузами Российской Федерации. Вы сказали, студенты меняются. Какой сейчас студент юридического факультета? Вот опишите его. Сегодня на факультете обучается более 2000 студентов из 50 регионов Российской Федерации и 6 зарубежных стран. Многие наши студенты знают и мечтают о факультете уже со школьной скамьи. Факультетом проводится очень много мероприятий в школах и колледжах Чувашской Республики и за ее пределами. Ну и, конечно, заинтересовавшиеся ребята – это наша целевая аудитория. Многие из них потом поступают на обучение на наш факультет. Здравствуйте, я как раз из той самой целевой аудитории. Посещал мероприятия юридического факультета с 10 класса, что и повлияло на выбор университета. Юридический факультет – это не только про учебу. Со своими проектами мы побывали в разных городах и университетах. Каждая наша инициатива поддерживается преподавателями и руководством факультета. 30% студентов приезжают к нам из других регионов, причем география весьма обширная, от Петропавловска-Камчатского до Мурманска и Калининграда. В последние годы география прирастает за счет качественного дистанционного образования, которое выбирают люди, уже имеющие высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы, но им, например, для карьерного роста, профессионального роста или развития бизнеса необходимы юридические знания. Я из Китая, я изучаю российское право. Я ненавижу Чебоксары. У меня есть много друзей. Я хочу показать им Китай. Я из Республики Татарстан. При юридический факультет я узнал друзей. Приехал сюда из любопытства и остался. Теперь я часть большой, дружной юридической семьи. Наши студенты активные, открытые, всегда готовы подать руку помощи своему товарищу. Также для нас важно, что наши студенты умеют принимать нестандартные решения, быстро реагировать на ситуацию, умеют анализировать и прогнозировать эту ситуацию, обладают коммуникативными навыками, которые так им понадобятся в их профессиональной работе, и умеют работать в команде. Елена Витальевна, тренд современной высшей школы – это популяризация науки. И все больше молодых, талантливых профессионалов, так можно сказать, они трудоустраиваются в исследовательские центры, в исследовательские институты. Вот. Как эта задача решается на вашем факультете? Образовательный процесс неотделим от исследовательской составляющей. Участие в самых престижных научных конференциях, форумах, конкурсах, выполнение проектных работ под руководством практикующих юристов – это далеко не все возможности, которые сегодня дает факультет нашим студентам. Совместно с нашими партнерами мы используем и новые оригинальные формы научной работы со студентами. Совместно с Адвокатской палатой Чувашской Республики мы организовали школу будущего адвоката. Совместно с Центральной избирательной комиссией открыли школу молодого избирателя. Популярностью пользуются также проектная работа и школа наставничества. Мне нравится заниматься наукой, и юридический факультет предоставляет для этого все возможности. Здесь я нашла единомышленников и наставников, вместе с которыми мы реализуем проект Legal Life под руководством министра цифрового развития Чувашской Республики Кристины Маниной. Основная идея проекта – создание приложения-симулятора по повышению правовой грамотности учащихся и студентов. Сегодняшние выпускники, я думаю, вы со мной согласитесь, прежде чем выбрать университет или институт, не только смотрят факультеты и специальности, они выбирают прежде всего комфорт, безопасность, да, где они будут жить, чем питаться. И я знаю, что ЧГУ уделяет большое внимание в развитии кампуса. Это один из лучших также в Приволжском федеральном округе. А какими заслугами может похвастаться юридический факультет? Наш факультет находится в кампусе, на территории которого есть и спортивный комплекс, и плавательный бассейн, и дворец культуры, и научная библиотека. Соответственно, для ребят созданы все условия для комфорта, для безопасности, ну и, конечно, для освоения всех учебных дисциплин. Наши аудитории оформлены по последнему требованию техники. Огромное внимание мы уделяем тому, чтобы ребятам было интересно заниматься по, например, таким дисциплинам, как криминалистика,
тактика огневая специальная подготовка. Постоянно нами совершенствуется материально-техническая база. Думаю, что при таком подходе ребятам на факультете учиться интересно. Елена Витальевна, скажите, а как меняется жизнь студентов после выпуска? Большинство из наших выпускников выбирают работу по специальности и пополняют ряды юридического сообщества, выбирают работу и в органах внутренних дел, прокуратуры, следствия, дознания. Но широкие горизонты нашей профессии дают возможность ребятам успешно развивать карьеру и в органах государственной власти, органах местного самоуправления и работать в бизнесе, корпоративном управлении. Сегодня в интересах наших выпускников реализуется программа содействия трудоустройству. Более того, наш выпускник не остается один на один с проблемой трудоустройства. Даже после завершения обучения мы продолжаем сопровождать его карьеру, его карьерный рост. Елена Витальевна, поговорим о приемной кампании 2022 года. Какие особенности в этом году? В 2022 году по образовательным программам нашего факультета предусмотрено 45 мест. Это образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. Следует отметить, что большинство наших студентов обучаются по договорам об оказании платных образовательных услуг. И для них предусмотрена гибкая ценовая политика и система скидок. Скидки установлены для выпускников школ, имеющих высокие результаты единого государственного экзамена, для военнослужащих, для государственных и муниципальных служащих, для лиц, имеющих профильное среднее профессиональное образование и для других категорий граждан. А с какого числа можно будет прийти подать документы? Мы ждем наших абитуриентов с 17 июня. Елена Витальевна, спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам.